Здравствуйте, в студии «7 дней плюс» Светлана Кадырова. Все эти дни на выездной студии ТНВ, телеканала «Новый век». Мы работали на Казань-Экспо. Здесь проходил большой международный экономический форум «Казань-форум». И на выездной студии мы записывали интервью с замечательными участниками этого форума. Один из них сегодня у нас в гостях. Василий Александрович Кузнецов, заместитель директора по научной работе Института востоковедения Российской академии наук, город Москва, доктор наук. Рады вас видеть. На форуме вы выступали с одной из самых, наверное, ярких лекций, открытой лекции «Россия и исламский мир в эпоху глобальной трансформации». Вот главные тезисы, что бы вы выделили сегодня в современных реалиях особенно? Первое – это то, что поворот на восток, который давно заявляли, он сейчас обретает наполнение, он становится некой политической реальностью. Второе – это то, что этот поворот на восток связан с тем, что связан не только с теми испытаниями, через которые проходит Россия, но и с теми новыми условиями, в которых оказывается исламский мир и все человечество. Эти условия связаны с новыми вызовами, которые есть. Ну, какие-то из них совсем новые, какие-то более старые, но которые, в общем, носят фундаментальный характер. Этих вызовов, по-моему, 5. Это изменение климата. Это новая система мирохозяйственных связей, вот новая система транспорта, логистики и так далее. Это экономические шоки, это цифровизация и это кризис глобального управления. Вот эти все вызовы, они все неоднозначно влияют и на нас, и на Ближний Восток, и вообще на исламский мир. Но, тем не менее, вот они меняют реальность, и по каким-то из них мы можем работать. Где-то наши позиции со странами исламского мира оказываются конкурирующими, где-то оказываются конкурирующие позиции внутри самого исламского мира, а по каким-то мы можем работать вместе. И прежде всего можно выделить такие направления, как научно-техническое сотрудничество, как сотрудничество в сфере образования, как сотрудничество в сфере обеспечения продовольственными ресурсами, водой, жизненно необходимыми ресурсами, с этим связана в том числе экология, совершенствование системы государственного управления, цифровизация, вот это все. Ну и, конечно, традиционное наше направление – это военно-техническое сотрудничество, это энергетика, вот какие-то такие вещи. Ну, можно много здесь говорить, я не буду утомлять. Ну, в принципе, вот вы сказали, я недословно переведу, что это некое поворот на восток, некое анонсируемое, долгожданное, предполагаемое. Все произошло, насколько раньше должно было быть, либо все произошло вовремя. Я понимаю, что без сослагательных наклонений тут, конечно. Ну, в жизни вообще все всегда происходит вовремя. А если так серьезно, ну, понимаете, очень долго у нас рассказывали про то, как мы все поворачиваемся на восток. Ну, вот на моей памяти там история про исламский банкинг, например, вот сколько я работаю, там больше 20 лет, вот столько каждый год у меня появляется какой-нибудь человек в кабинете, как правило, полусумасшедший, который говорит: а вы знаете, что такое исламский банкинг? А давайте сейчас срочно начнем его продвигать. У меня есть там двоюродная сестра, племянница там третьего мужа моей жены, которая работает в Государственной Думе. Она всех знает и все сделает. И вот это вот происходило год за годом. Вот были бесконечные разговоры про исламский банкинг. Ничего этого, конечно, не происходило, потому что были объективные опасения, была неготовность финансовой системы, да и нужды такой особо не было. Ну вот сейчас мы видим, что это постепенно там происходит. Были там отношения, не знаю, с какой-нибудь Саудовской Аравией. Вот там есть сотни, наверное, если не тысячи, каких-нибудь меморандумов о партнерстве, о сотрудничестве, секторальных, общих, там, рамочных, которые подписывались десятилетиями. Но ничего это никуда не двигалось. Я бы сказал, что очень важным событием, которое изменило восприятие еще до начала специальной военной операции, вот этих всех событий, это был чемпионат мира по футболу. Чемпионат мира по футболу? Вот, да, когда десятки тысяч людей из исламского мира приехали в Россию, и они увидели совсем не ту Россию, которую ожидали. Для себя да, они открыли ее, потому что у них было, потому что в принципе презумпция это была негативная. Я помню, как мне рассказывали там ребята, я говорю друзьям в Саудовской Аравии, говорю: ребята, приезжайте в отпуск там
погуляем, я вам там покажу там что-то с семьями, рыбалка, там, не знаю что. Вот. Они мне говорят, что с ума сошел, у вас жуткая страна, у вас же там Значит, аналог ссылки, все националисты, там нас сразу бить будут, там всех смуглых там на улице избивают, вот, и так далее. Была очень негативная презумпция. То есть, в принципе, эпоха потепления началась именно с чемпионата мира, да? Он перевернул эта эпоха потепления произошла. До этого было все на политическом уровне хорошо, но после чемпионата мира по футболу это перестало быть чисто политическим процессом. Сейчас ты ходишь там по центру Москвы, ну, про Казань я не говорю, здесь много студентов иностранных и так далее, но по центру Москвы ты ходишь, и ты видишь много там семей, например, с Ближнего Востока, которые приезжают отдыхать. Раньше тоже были туристы, да, но в основном это были мужчины, которые там, молодые мужчины, приезжали там проводить отпуск, там, не знаю, в Москве, в Петербурге и так далее. Сейчас это отдых с семьями. Люди приезжают с женами, люди приезжают с детьми. Это совершенно другое восприятие. А как только появляется другое восприятие, появляется возможность развития отношений не только на политическом уровне, не только на уровне там, госкорпорации и так далее, но и на уровне малого, среднего бизнеса. Такой заход снизу, да, в конечном появляется итоге, да? Заход снизу. Кстати, в случае с Татарстаном это то, что мы видели в отношениях, например, Татарстана и Турции, когда у нас есть там десятки, если не сотни тысяч людей, семей, которые связаны бизнесом, культурными связями вот с Турцией. Понятно, здесь есть этнический момент, есть культурный момент. Но, культурный код, национальный код, вот, да, он где-то срабатывал, да, конечно. Вот. Но есть вот эта вот позитивная история, которая приводит, в конечном счете, она приводит и к экономическим выгодам. А совсем в конечном счете она приводит и к какому-то более гармоничному и мирному нашему сосуществованию, потому что появляется взаимный интерес, появляются взаимные связи, глубокие связи. Но при этом сейчас вы как раз заговорили о Татарстане. Насколько сегодня Татарстан играет свою роль в сближении России и исламского мира? Ну, конечно, играет. Понятно, что Казань всегда претендовала на то, чтобы быть, ну, наверное, третьей столицей России. У нас как бы первые... Мы ею являемся. Вот, даже не то, что претендовал. В Казани это не вызывает никаких сомнений. Не, у меня тоже не вызывает никаких сомнений. Я очень люблю Казань и очень часто здесь бываю. Поэтому, конечно, Казань играет большую роль в Республике Татарстан, потому что это центр исламской России. И это центр такого вот специфического российского ислама, такого толерантного, такого привыкшего к мирному сосуществованию, там, русские, татары, там, многонациональный, многоконфессиональный регион. Вот это мы все знаем. Что очень важно, но помимо вот этих вот таких позитивных вещей, все-таки это важный экономический центр и важный научный образовательный центр. Я сейчас не знаю, там года 2-3 назад Казанский федеральный университет, по-моему, был вторым налогоплательщиком в Татарстане. Может быть, сейчас так же осталось. Но, в общем, это важно не только, это говорит о масштабе. Это не только там старая школа научная, там вся органическая химия там, и так далее, все востоковедение, которое здесь появилось, но это говорит о том, что это не только вот отеческий игровой, который мы любим, но это живой организм, который активно развивается сегодня. Мы видим очень активную деятельность РАИСа, который там летает по всему миру, везде ее принимают, огромное количество инвестиций, где-то я тут прочитал. Вот уточнение, почему ему так легко? Это в силу как раз культурно-национального кода, ментальности? Человек, наверное, талантливый. Вот, но если, ну, я с ним не знаком, ну, наверное, талантливый. Да, это десятки поездок, сотни. Вот, но если говорить более системно, ну, во-первых, Татарстану есть что предложить. Понимаете, можно сколько угодно быть талантливым человеком и везде ездить и рассказывать, какие мы замечательные, и вспоминать Ибн Фадлана, там, принятие ислама в 1922 году и так далее, там, не знаю, Марджани, Беги и т.д. и т.п., Тукая, но никому это будет неинтересно, если тебе нечего предложить. Татарстан все-таки это важный экономический субъект, это экспортно-ориентированный субъект Российской Федерации. Здесь есть активный бизнес, который очень динамичен и очень стремится
выходить на новые рынки. Как мне кажется, хотя я не экономист, боюсь здесь ошибиться, но я так подозреваю. Но экономический потенциал, бесспорно высокий. Да, но я думаю, что еще в новых условиях татарстанский, да, бизнес, он чувствует некоторую фору, в том числе перед бизнесом там, московским или питерским, или каких-то других субъектов. Ну, то, что одним из главных там, партнеров становится там, Турция, Казахстан и так далее. Здесь есть, там, есть север-юг, да? Есть и логистическая просто близость, и есть вот эта культурно-цивилизационная близость. Есть какие-то старые контакты и связи. И Татарстану проще в этих условиях работать, там, чем даже коллегам из Москвы там, или из Петербурга, которые на страны Востока, в общем, никогда особо внимания не обращали и не знали, как с этим работать. Но при этом, Василий Александрович, вот посмотрите, у нас есть регионы с не менее большим количеством проживания мусульман, да, это Башкортостан, Чечня, Дагестан. Почему? То есть за счет экономического, инвестиционного потенциала больше Татарстан играет свою роль здесь, да, и становится центром исламского мира? Или какие-то есть еще главные? Мне кажется, что когда мы говорим про Северный Кавказ, там ситуация просто внутри республик, она очень неравномерная, и там, откровенно говоря, есть динамичные в экономическом плане Дагестан, есть республики совсем не такие динамичные, которым просто сложнее, что меньше есть чего предложить. Это первая, да, проблема. Но обратите внимание, что Чечня, кстати, очень активно работает на международной арене. Там Рамзан Кадыров много тоже где ездит, его принимают. И он в этом плане, это вот второе лицо там, российской мусульманской уммы. У него есть свои сильные стороны, которые тоже признаются и воспринимаются как такого сильного, такого более брутального, что ли, да, лидера, чем Татарстан. Потом есть там научная традиция здесь, которая позволяет развивать там НТС и так далее. В этом плане, конечно, другие все слабее. Есть Татнефть, есть нефтехимия и нефтехимический комплекс, который тоже позволяет. Поэтому вот это все. Ну и плюс есть, конечно, много десятилетий попыток этого продвижения. Вот это мы тоже должны понимать и осознавать, что то, что сегодня здесь происходит, это Казань форум, это же не то, что там вчера кто-то решил, что давайте сделаем там Казань вот такой очередной экономический столиц. Чтобы к этому прийти, надо было, сначала при Шаймиеве, потом при Минниханове, там 30 лет это строить. Как стричь газон, да? Вот. Почему такой газон ровный? Да. Потому что он на 300 лет за ним ухаживает. Вот какие-то иллюзии по поводу того, что вот давайте мы завтра сделаем то же самое, неважно в какой, неважно в каком регионе, где этого никогда не было. Так не бывает. Так не бывает. И татарстанскому бизнесу тоже поначалу было тяжело. Что сразу, что ли, так это все замечательно получалось, сразу сюда люди много ехали? Нет, не ехали. Вот о Казань-форуме сейчас как раз говорится. 15 лет – это юбилейный международный экономический форум. Второй год как с федеральным статусом по решению президента страны Владимира Путина. Как начиналось, там порядка, по-моему, 15 стран и 260 делегатов, если я не ошибаюсь, было на тот момент. 15 лет понадобилось для того, чтобы форум, во-первых, получил федеральный статус, во-вторых, насколько сегодня этот Казань-форум реально отражает международную повестку и и дает свое значение, имеет свое значение. Мне кажется, что и отражает, и имеет. У нас 3, да, таких форума. Питерский МЭФ, да, Питерский экономический форум, Дальневосточный и Казань. Они получается так, что они географически разнесены. Очень логично, что у нас есть Дальний Восток, который работает, понятно, там Китай, Корея, Япония, вот это все. У нас есть Питер, который, раньше с Западом, и в целом такой глобальный. И у нас есть Казань, которая очень логично сейчас становится таким хабом для вот этого южного направления. По идее, роль Казани и, соответственно, роль Казань-форума должна расти. Первые 10-15 лет были такими
вот в подростковый возраст вошли, а сейчас уже там вот после пубертата это вот пойдет Нормальное совершеннолетие. Нормальное совершеннолетие, да, осознание себя и какая-то взрослая жизнь. По идее, так должно быть. Но действительно мы видим, у меня нету под рукой статистики, наверное, она у вас там есть или зрители знают, но очень много здесь гостей из очень многих стран. 20 тысяч делегатов, 80 государств мира, 84 региона России, практически, ну, мы все здесь. Ну вот, что еще, что еще говорить? Но ведь просто у Международного экономического форума сегодня больше появляется, наверное, общественно-политического контекста. То есть изначально из первых задумок экономического форума мы получили совершенно иной статус и формат. Это вопрос, я бы сказал, очень спорный. Вот моя точка зрения заключается в том, что не надо смешивать. Мы для внутренней аудитории мы можем говорить про общественно-политическую значимость. Мы действительно гордимся, и Казань гордится, что сюда приезжает, и мы в России в целом гордимся, что вот такое сотрудничество, такое развитие отношений. Но мы должны понимать, что для наших партнеров из-за рубежа это не вопрос какого-то фундаментального выбора судьбы, что вот мы приехали в Казань, чтобы всем показать, что мы против коллективного Запада и за традиционные ценности. Нет, они приехали в Казань, чтобы делать бизнес, чтобы развивать сотрудничество, чтобы заниматься там социальными проектами, экономическими проектами, культурными проектами и так далее. Это вот про это про некий позитив. И я думаю, что очень важно выстраивать эту работу именно так, понимая интересы и озабоченности вот наших партнеров там, в разных регионах мира, не заставляя их там вставать на нашу позицию там, где они не обязаны не вставать и не хотят на нее вставать и так далее. Без давления, да? Да, это, мне кажется, что важно, что, и это очень позитивно, что это история про бизнес в широком смысле, потому что когда я говорю про бизнес, это значит про созидание, про строительство чего-то нового, про создание там и экономических благ, культурных благ и так далее и тому подобное, а не про выбор там каких-то путей развития. Мне кажется так. При этом ваши ожидания от форума и какие цели и задачи сами для себя ставите? То есть чем Институт востоковедения здесь занят? Институт востоковедения много чем занят. На Казань-форуме. На Казань-форуме вообще надо сказать, что Институт востоковедения и у казанских научных и образовательных учреждений у нас большой опыт и позитивный опыт сотрудничества. У нас там была базовая кафедра, потом этот формат изменили, сейчас нет базовых кафедр, но тем не менее у нас есть очень позитивный опыт сотрудничества с Казанским федеральным университетом, с Институтом международных отношений. И для нас это очень важный опыт, потому что это институт, где создавалось там востоковедение в Казани, университет, где создалось востоковедение в Казани, институт, где оно возрождается, мы там осуществляли магистерскую программу по исламоведению и так далее и тому подобное. И здесь на Казань-форуме КФУ и Института международных отношений представлен. Вчера был совершенно прелестный, вообще замечательный фестиваль восточных культур, где выступали замечательные студенты. Там центр Хадара, это центр арабской культуры, который возглавляет доктор Мухаммад, он из Йемена сам. Я бы сказал, что это одна из таких вообще центров йеменологии, да, в России, потому что он продвигает вот эти йеменскую культуру, йеменские исследования. А где еще в России это есть? По большому счету нигде этого нет. Поэтому здесь у нас очень большое, очень разнообразное сотрудничество. Там я выступал с лекцией, потом мы проводили вот этот фестиваль, про который я говорил. Потом у нас было заседание с Россотрудничеством по межмуниципальным отношениям. Потом мои коллеги сейчас участвуют в заседании группы стратегического видения России и исламский мир. То есть здесь очень много всего. И Институт востоковедения, в принципе, мы стараемся всегда участвовать в наполнении содержательном вот всех этих мероприятий. Думаю, да, потом мы тут с Виталием Вячеславовичем Наумкиным для вот этого титульного журнала, у меня его нет, писали там заглавную статью, которую сразу идет там, которую он открывается, такую, давали концептуальное наполнение всему происходящему.
Хорошо. Вот сейчас ваши коллеги, как вы сказали, участвуют в заседании группы «Россия. Исламский мир», группы «Стратегическое видение». Под председательством Рустама Минниханова, до этого его возглавлял Ментимир Шарипович Шаймиев. Вот насколько сегодня, во-первых, само заседание сегодня с темой этого года, да, многополярное мироустройство, каким образом мы я, честно говоря... Оценить значимость и роль тоже. Вы знаете, идея группы стратегического видения вообще была выдвинута когда-то ее создание. Насколько я помню, это была идея Примакова. Да. И идея Примакова, она, конечно, состояла в том, что нам нужен какой-то формат, в котором мы будем обсуждать важные политические вопросы, в том числе острые политические вопросы, в том числе те вопросы, которые не надо иногда обсуждать публично, с партнерами из стран исламского мира. Татарстан с самого начала играл большую роль и в создании этой группы, и в продвижении ее работы. И Шаймиев, и Минниханов, которые возглавляли, они позволяли... А я напомню, это были времена все-таки, когда у нас не было таких близких отношений с исламским миром. Кроме того, была война в Чечне. Сложные были. 90-е годы. Сложные были времена. И здесь важно было и показать партнерам из исламского мира Россию по-другому, и России тоже показать партнеров из исламского мира. И эту роль свою группа стратегического видения играла. А потом эта роль перестала быть настолько актуальной, потому что задача была выполнена, отношения установились. И сегодня я так понимаю, что более важная ее роль, значение, более важная роль состоит в том, чтобы поддерживать некий постоянный такой политический, общественно-политический диалог по какой-то общей повестке с одной стороны, и с другой стороны, чтобы помогать продвигать интересы, в том числе и российского бизнес-сообщества, и российских каких-то общественных, гражданского общества в исламском мире. Эту роль она выполняет. Это получается. Там всегда высокий уровень представительства. Там проводится заседание одно в России, в Казани, как правило, да, а второе заседание в одной из стран-участниц ежегодно. В общем, это получается довольно неплохо. Участие в прошлом году в заседании группы «Россия. Исламский мир» патриарха Московской всей Руси, в этом году викария патриарха. Это говорит ведь о достаточно серьезном статусе самой группы и, возможно, ее росте, да? Конечно. Там уровень представительства хороший, там всегда участвуют основные лидеры основных духовных управлений мусульман, там участвует, патриарх, викарий патриарха, там участвуют главы основных всех мусульманских субъектов Российской Федерации, там, как правило, выступает вице-премьер Хуснуллин, а с той стороны тоже там довольно высокий уровень представительства на уровне наследных принцев, на уровне соответствующих глав регионов, государств-партнеров, министров и так далее. Нет, это очень хорошо. Но важно, что это все-таки не только такое протокольное мероприятие. Да, протокольные мероприятия, они тоже имеют свою ценность, но важно, что в нем есть некое такое содержательное наполнение, и это более широкая работа, чем только встречи на уровне руководителей. В связи с таким ростом интереса, есть ли рост интереса к востоковедению, в принципе, фиксируете ли вы в последнее время? Где, у нас, в России? Да, конечно. Нет, на самом деле, если серьезно, конечно, рост интереса к востоковедению есть. Мы видим, что у нас... Про это я просто совсем долго могу говорить. Коротко в завершении программы, да. Да, рост интереса есть, с востоковедением все хорошо, а будет еще лучше. В Казанском федеральном университете, который родина востоковедения, или, по крайней мере, одна из двух родин востоковедения в России, будет вообще замечательно. И, конечно, в институте востоковедения тоже. Хорошо, Василий Александрович, большое спасибо, что стали участием нашей программы. Замечательная работа на Казань-форуме. Спасибо. И сближение с Востоком дальше. Спасибо большое. Всего доброго, до свидания.